9 августа основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с официальным визитом прибыл в город Баку, столицу Азербайджанской республики. В международном аэропорту города Баку высокочтимого гостя, главу государства Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло и искренне встретили высокопоставленные представители этой страны. Напомним, что 12 июля 2012 года состоялся официальный визит президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Азербайджан. И тогда, после обсуждения вопросов отношений дружбы и сотрудничества, было подписано 10 документов. 10 августа в рамках официального визита президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в город Баку Азербайджанской республики состоялись переговоры высокого уровня двух стран. Церемония официальной встречи высокочтимого гостя состоялась возле дворца Загульба. Главу государства Таджикистана, уважаемого Эмомали Рахмона, встретил президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и пригласил его на почетную трибуну. Karau, Faragat! Soldan karşılamak için. Karavla! Al! Cenab Tacikistan Respublikası'nın prezidenti, sizin Azerbaycan Respublikası'na gelmeyiniz şerefine Fəxri Qaral düzülüb. Qaral Reisi Mahir Quliyev. Salam asker.
Встречи и переговоры высокого уровня Таджикистана и Азербайджана начались со встречи тет-а-тет глав государств, уважаемых Эмомали Рахмона и Ильхома Алиева. Уважаемый Эмомали Шарипович, от всей души приветствую вас в Азербайджане. Очень рад вашему визиту. Уверен, что визит послужит дальнейшему укреплению братских отношений между нашими странами. Мы обсудим важные вопросы нашей повестки дня, конечно же, вопросы регионального сотрудничества. Очень много предстоит нам сделать для того, чтобы еще больше сблизить наши страны. Очень активно накануне вашего визита работали делегации, обсуждали многие вопросы, связанные с торгово-экономическим развитием, транспортной инфраструктуры. Есть хорошие предпосылки для наращивания сотрудничества. Сегодня мы это, конечно же, обязательно обсудим. Также сегодня будет подписано много документов, которые будут создавать правовую базу для нашего успешного продвижения вперед. И среди них, конечно, хотел бы отметить совместную декларацию президентов, которая является очень важным документом. Мы очень придаем большое значение вашему визиту и уверен, что визит будет очень результативным. Мы часто встречаемся и в Таджикистане, и в Азербайджане, на международных площадках. И, конечно же, такая возможность сегодня обстоятельно обсудить повестку дня придаст новый импульс нашим отношениям. Еще раз добро пожаловать. Уважаемый Иван Гайдарович, большое спасибо за приглашение. Мы искренне радуемся успехам Турции и Азербайджана в ее социально-экономическом развитии и на международной арене. Таджикистан придает большое значение многопланового сотрудничества с Азербайджаном. Отрадно, что таджикско-азербайджанские взаимоотношения сегодня динамично развиваются во всех форматах. Убежден, что наша сегодняшняя встреча даст новый импульс нашим взаимоотношениям по всем ключам наших вопросов. Спасибо. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность президенту Азербайджанской республики Ильхому Алиеву за приглашение и искренний прием. Удовлетворительно оценил уровень многостороннего сотрудничества между двумя государствами. Была выражена заинтересованность таджикской стороны в развитии и расширении сотрудничества по всем представляющим интерес направлениям. Было отмечено, что достигнутые сегодняшние соглашения своим новым смыслом и содержанием будут способствовать переводу многопланового партнерства двух дружественных государств на более высокие ступени роста. Было подчеркнуто, что за прошедшие годы в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Азербайджанской республикой закрепились договорно-правовые основы межгосударственных отношений. Сотрудничество по всем направлениям развивается. Таджикистан и Азербайджан по многим региональным и международным вопросам имеют единую или идентичную позицию. Была проявлена заинтересованность в развитии и расширении двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Организации исламского сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и других региональных и мировых организаций и объединений. Было подчеркнуто, что регулярные политические диалоги высокого уровня и наличие атмосферы взаимного доверия создают благоприятные условия для неуклонного развития межгосударственных отношений во всех сферах и доказывают единство и идентичность позиций сторон по большинству региональных и международных вопросов. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что обе страны заинтересованы в развитии и расширении международных отношений и неизменно поддерживают международные инициативы друг друга.
На этой основе была выражена благодарность азербайджанской стороне за поддержку международной инициативы Таджикистана по новому международному десятилетию «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы». Экономическое сотрудничество было расценено как стержень межгосударственной интеграции Таджикистана и Азербайджана и была подчеркнута заинтересованность сторон в развитии отношений в торгово-экономических и культурно-гуманитарных сферах в рамках работы Межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Азербайджанской Республики по торгово-экономическому сотрудничеству и дружественной межпарламентской группы. В связи с привлечением компаний и финансовых организаций Азербайджана в реализацию совместных проектов в сферах торговли, строительства, транспорта, телекоммуникаций, промышленности, сельского хозяйства, энергетики и обеспечения нефтяной продукцией были высказаны дельные суждения. В этом направлении как важные были расценены форумы торговых кругов и организации выставок товаров и продукции. Полезные предложения были сделаны для укрепления сотрудничества в дорожно-транспортной сфере и перевозки товаров и продукции с использованием транспортной инфраструктуры Азербайджана, укрепление сотрудничества алюминиевых предприятий и нефтегазовых компаний, участие в реализации проектов по созданию малых и средних гидроэлектростанций и автомобильных дорог, а также по добыче и переработке горных металлов. Также был проявлен интерес к развитию сотрудничества предприятия «Талка» Таджикистана и компании «Азералюминий» государственной нефтегазовой компании «Сокар» Азербайджана. В ходе встречи также был проявлен интерес к закупкам сырьевых нефтяных материалов, кокса, глинозема, горючего, строительству малых и средних гидроэлектростанций, автомобильных дорог, предприятий по добыче и переработке подземных материальных богатств, обеспечению продовольственной безопасности, привлечению инвестиций в экономику Таджикистана. Стороны подчеркнули важность сотрудничества в сферах воздушного сообщения, сельского хозяйства, решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности, туризма, науки, образования и культуры. Заявили, что расширение отношений в этих сферах будет взаимовыгодным. Сферы туризма, культурных и гуманитарных отношений, науки и образования, обмена студентами, выделение квот для учебы в вузах обеих стран были расценены как перспективные направления двустороннего сотрудничества. Была выражена уверенность, что стороны примут важные и конкретные меры для использования незадействованных широких возможностей. На встрече и переговорах высокого уровня также обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Исламской Республике Афганистан, совместной борьбой против терроризма и экстремизма, незаконным оборотом наркотиков и организованными транснациональными преступлениями, как угрожающими факторами безопасности и стабильности региона и мира. И была подчеркнута готовность и заинтересованность таджикской и азербайджанской сторон в решительной борьбе против опасностей и угроз современного мира. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил президента Азербайджанской Республики Ильхома Алиева посетить Таджикистан в любое удобное для него время. После завершения переговоров официальных делегаций в присутствии и с участием президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялась церемония подписания документов о сотрудничестве. В ходе церемонии было подписано 12 новых документов о сотрудничестве. Было принято совместное заявление президента Республики Таджикистан и президента Азербайджанской Республики и подписаны меморандум о сотрудничестве между Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан и Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане «Азпромо». Меморандум о взаимопонимании между государственным унитарным предприятием Таджикская алюминиевая компания и Азербайджанской промышленной корпорацией. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Комитетом по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан и закрытым акционерным обществом телевидения и радиовещания Азербайджана. Меморандум о поставках нефтяного кокса между государственным унитарным предприятием Таджикская алюминиевая компания «Талка» и государственной нефтяной компанией Азербайджана «Сокар».
Соглашение между Государственным комитетом национальной безопасности Республики Таджикистан и Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики об обучении военнослужащих пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан в Академии Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области ветеринарии. Протокол между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством образования Азербайджанской Республики о взаимном выделении ежегодных образовательных квот. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере промышленности и новых технологий. Соглашение о сотрудничестве между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Министерством экономики Азербайджанской Республики. Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан и Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики на 2019-2020 годы. Завершение главы государств, уважаемые Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, провели пресс-конференцию для представителей средств массовой информации и выразили удовлетворение по итогам официальных встреч и переговоров. Уважаемый господин президент, уважаемые гости, дорогие друзья, Эмомали Шарифович, еще раз от всей души приветствую вас в Азербайджане. Визит президента Таджикистана в Азербайджан – важное событие в двусторонних отношениях наших стран. Мы часто встречаемся и в Таджикистане, в Азербайджане. Контакты носят регулярный характер. Также в рамках международных мероприятий всегда находим время пообщаться, обсудить важные вопросы. Но, конечно, официальный визит – это совсем другой формат, совсем другой уровень обсуждения и решения вопросов. Хотел бы в первую очередь отметить, что мы очень пристально следим за успешным развитием Таджикистана под руководством президента Эмомали Шарифовича Рахмона. Таджикистан успешно решает вопросы социально-экономического развития, растет международный авторитет вашей страны. Вы выступаете с очень важными глобальными инициативами, которые направлены на устойчивое, стабильное развитие, на решение важных социальных вопросов. В Таджикистане существует общественно-политическая стабильность, что является основным фактором для поступательного развития. Мы радуемся вашим успехам и уверены, что и дальше под вашим мудрым руководством Таджикистан будет идти по пути развития и прогресса. Сегодня мы и в беседе с глазу на глаз, также в составе делегаций обсуждали очень важные вопросы двусторонней повестки дня, вопросы региональной проблематики, и уверен, что визит будет иметь очень хорошие результаты, которые обязательно скажутся и на социально-экономическом взаимодействии, и еще больше между нашими странами, еще больше сблизят наши народы. Сегодня подписано очень много важных документов, которые создают важную правовую базу для наших отношений, и эти документы нацелены на результат. Думаю, что успешное выполнение договоренностей, которые мы достигли, приведет к значительному увеличению роста товарооборота и активизации нашей работы по многим направлениям. Конечно же, среди подписанных документов особо хотел бы отметить совместное заявление президентов Таджикистана и Азербайджана, подписанное только что. Это очень фундаментальный, важный политический документ, который охватывает все сферы взаимодействия между нашими странами. Этот документ подчеркивает высокий уровень политических отношений между нашими странами. В этом документе отражены основные приоритеты в сфере экономического сотрудничества, транспортного сотрудничества, гуманитарного сотрудничества, вопросов укрепления безопасности. Также в документе отражены важные вопросы, которые беспокоят наши страны. Азербайджан активно поддерживает инициативу Таджикистана, выдвинутую в ООН,
для того, чтобы следующее десятилетие, 2018-2028 годы, были бы десятилетием, связанным как с тезисом «вода» для устойчивого развития. Это очень важная инициатива, мы ее, как я отметил, поддерживаем. Это же отражено в совместном заявлении, которое только что было подписано. Также хотел бы выразить благодарность Таджикистану за позицию в связи с урегулированием армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В тексте заявления написано, что этот конфликт должен быть урегулирован в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, решениями ОБСЕ в рамках территориальной целостности, суверенитета и нерушимости границ Азербайджана. От имени всего азербайджанского народа хотел бы выразить благодарность за такую справедливую позицию. Это и дружественная позиция, это и справедливая позиция. Потому что долгие годы международно признанные территории Азербайджана находятся под армянской оккупацией, и Армения игнорирует выполнение решений и резолюций ведущих международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, Парламентская ассамблея Совета Европы и других организаций. Все они принимали в свое время решения, резолюции в связи с армяно-азербайджанским конфликтом в свете того, что решение должно быть принято в рамках территориальной целостности Азербайджана. Сегодня мы активно обсуждали вопросы торгово-экономического, транспортного взаимодействия, пришли к серьезным договоренностям в этом направлении, которые дадут бурный рост развитию промышленности наших стран. Мы еще раз увидели, насколько мы взаимосвязаны и насколько активно мы можем решать вопросы в связи с кооперацией. Это касается и вопроса сотрудничества в сфере поставок алюминия, это касается вопроса, который сегодня подписан меморандум поставок нефтяного кокса, многих других вопросов. Это не просто торгово-экономические договоренности, это проекты, которые определят на многие годы уверенное развитие отношений в экономической сфере и создадут возможности для создания сотен новых рабочих мест. Я подробно информировал президента Таджикистана о транспортных проектах, которые Азербайджан реализовал совместно со своими партнерами, которые открывают совершенно новые возможности для экспорта, в том числе из Таджикистана, а также из других стран Центральной Азии через территорию Азербайджана. Введение в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, так же как и строительство крупного торгового порта Алят, создают совершенно новые возможности для использования этого коридора для экспорта грузов. И, естественно, мы рассчитываем на увеличение грузов из Таджикистана. Договоренности об этом достигнуты. И мы ожидаем значительное, многократное увеличение транзитных грузов, которые будут идти через территорию Азербайджана на международные рынки. Мы обсуждали вопросы, связанные с гуманитарным сотрудничеством, сотрудничеством в сфере образования, культуры, вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства. Мы договорились послать специальные делегации для проработки вопросов тесного взаимодействия. Иными словами, по всем вопросам, которые мы обсуждали, у нас есть полное взаимопонимание. И все, что мы обсуждали, уверен, будет реализовано, потому что все это нацелено на конкретный результат. И уверен, что результаты визита президента Таджикистана в Азербайджан будут играть важную роль в деле дальнейшего укрепления братских отношений между нашими странами. Еще раз добро пожаловать, уважаемый господин президент. Спасибо, уважаемый Илхам Гейдарович, уважаемые представители средств массовой информации, дорогие друзья. Мне приятно находиться на дружественной азербайджанской земле с официальным визитом и ощущать искреннее радушие азербайджанского народа. Азербайджан занимает одно из важных мест во внешнеполитической стратегии Таджикистана, и мы
заинтересованы в дальнейшем развитии и укреплении таджикско-азербайджанского сотрудничества. Сегодня в рамках нашего политического диалога состоялся конструктивный и заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру вопросов как двустороннего, так и регионального и международного характера. Мы с Илхамом Гейдаровичем сошлись во мнении относительно важности более полного использования существующих возможностей для тесного сотрудничества по всем направлениям, о чем только что Илхам Гейдарович проинформировал вас. В центре внимания были вопросы увеличения товарооборота между нашими странами и расширения спектра нашего сотрудничества в различных секторах экономики. В этом плане мы отметили важную роль совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству как механизма межгосударственного взаимодействия двух стран. Были едины в том, что с четким выполнением достигнутых в рамках комиссии договоренностей и реализации подписанных межгосударственных документов является фактором дальнейшего развития наших торгово-экономических отношений. Мы считаем, что сегодняшние договоренности будут способствовать развитию долгосрочных форм сотрудничества в таких базовых секторах экономики, как промышленность, энергетика, транспорт, аграрный сектор и туризм. Было выражено мнение, что для существенного увеличения двустороннего товарооборота и совершенствования структуры товарной номенклатуры необходимо активизировать и улучшить двустороннее сотрудничество во всех направлениях, представляющих взаимный интерес. В ходе настоящего визита мы продолжили работу по укреплению правовой базы двустороннего сотрудничества. Документы, которые мы подписали сегодня по итогам переговоров, востребованы временем и охватывают все ключевые сферы сотрудничества. В ходе переговоров, прошедших в традиционной атмосфере взаимопонимания, мы также обсудили перспективы нашего взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и других международных и региональных объединений. Мы обсудили афганскую проблематику, по которой наши страны исходят из общих позиций. Мы подтвердили свою приверженность целям возрождения мира и стабильности в Афганистане. Также высказали за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, радикальной религиозной идеологией, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами безопасности. Хотел бы особо отметить, что по всем этим вопросам наши позиции совпадают, что является хорошей основой для сотрудничества и тесного взаимодействия в этом направлении. Мы также обменялись мнениями процессом, протекающим на Южном Кавказе. Мы выражаем твердую приверженность принципам мирного решения имеющихся противоречий и конфликтов в рамках общепризнанных международных норм и критериев. По нашему убеждению, политико-дипломатический диалог – самый конструктивный путь разрешения столь сложной проблемы, каковой является Нагорный Карабах. Соответствующее внимание было уделено вопросам развития культурно-гуманитарной связи. Было подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере образования и науки, культуры и искусства, туризма и в других областях взаимных интересов. В целом, хотел бы сказать, что мы удовлетворены состоявшимся диалогом. Уверен, что результаты сегодняшних переговоров еще более сблизят наши страны и народы. Они создают дополнительные условия и предпосылки для успешного взаимодействия, которые в течение последнего десятилетия из года в год наполняются новым практическим содержанием. Пользуясь возможностью, хотел бы подчеркнуть, что Таджикистан со своей стороны приложит все усилия для того, чтобы наши межгосударственные отношения всемирно развивались, укреплялись во благо наших народов. Убежден, что проделанная нами сегодня работа будет способствовать переводу нашего многопланового партнерства на более высокие ступени роста. Для продолжения нашего конструктивного межгосударственного диалога
я пригласил президента Азербайджанской республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича, посетить с официальным визитом Таджикистан в удобное для него время. Еще раз благодарю вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, и в вашем лице братский народ Азербайджана за теплый прием и традиционное азербайджанское гостеприимство. Спасибо. Спасибо. Еще раз. В рамках официального визита в Азербайджанскую республику основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городе Баку в знак уважения к истории и культуре, к выдающимся личностям этой страны возложил венки к могилам общенационального руководителя Азербайджана Гейдара Алиева, его супруги Зарифы Алиевой, вечному огню павшим героям Азербайджана, почтил их память. Церемония возложения венков президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, сопровождали высокопоставленные представители правительства Азербайджанской республики. В рамках официального визита в Азербайджанскую республику основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октаем Асадовым. В ходе встречи обсуждены важные вопросы сотрудничества двух государств. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил удовлетворение развитием межпарламентских связей Таджикистана и Азербайджана в рамках межпарламентской группы дружбы. Было подчеркнуто, что в настоящее время парламенты обеих стран согласовывают свои позиции на различных международных уровнях и обмениваются информацией по решению интересующих вопросов. Была озвучена необходимость использования богатого опыта парламентаризма Азербайджана для укрепления сотрудничества и рабочего взаимообмена. Была выражена уверенность, что дальнейшие межпарламентские связи могут стать важным фактором укрепления отношений двух стран. Стороны также подчеркнули, что для углубления сотрудничества необходимо использовать нормативно-правовую основу двусторонних связей, состоящую из межгосударственных, межправительственных и межотраслевых политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных документов. На встрече также предметом обсуждения стали другие вопросы, представляющие интерес для сторон. В завершение президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, предложил председателю Милли Меджлиса Азербайджанской республики Октаю Асадову посетить Таджикистан в удобное для него время. В городе Баку также состоялась встреча основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с премьер-министром Азербайджанской республики Новрузом Исмаил Оглы Мамедовым. Стороны обсудили важнейшие вопросы, связанные с межправительственным сотрудничеством Таджикистана и Азербайджана в сферах экономики, торговли, транспорта и транспортной инфраструктуры, гидротехники, сельского хозяйства, связи, науки и образования, культуры и туризма. Было выражено удовлетворение уровнем и качеством межправительственного сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе, и для большего укрепления этого сотрудничества в интересующих областях была подчеркнута необходимость активизации межправительственной комиссии Республики Таджикистан и Азербайджанской республики по сотрудничеству в торгово-экономической сфере, в организации и налаживании прямых связей предпринимательских и бизнес-кругов, привлечения инвестиций и организации выставок товаров и продукции. Были высказаны ценные предложения по привлечению инвестиций Азербайджана в экономику Таджикистана, укреплению сотрудничества алюминиевой компании Таджикистана «Талка» с алюминиевым предприятием и нефтегазовой компанией Азербайджана. На встрече также были обсуждены вопросы, связанные с совместной борьбой против терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков, организованных преступлений и других убийственных угроз современного мира. 11 августа в рамках официального визита в Азербайджанскую республику основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с преподавательским составом и студентами в дипломатической академии Азербайджана.
Дипломатическая академия Азербайджана образована в 2006 году и как высшее учебное заведение готовит специалистов в сферах дипломатии, общественных и международных отношений, предпринимательства, гуманитарных наук и информационных технологий. Преподавательский состав на факультетах заведения состоит из ученых и опытных людей из Азербайджана и передовых колледжей и университетов мира. Собрание с участием президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, вступительным словом открыл ректор дипломатической академии Азербайджана Хафиз Пашаев и в торжественной обстановке объявил о присвоении главе государства, уважаемому Эмомали Рахмону, высокого звания почетный доктор дипломатической академии Азербайджана за большой вклад усилий и инициативы в деле обеспечения мира и стабильности в регионе и мире, укрепления и расширения отношений дружбы Таджикистана и Азербайджана и развития научных связей между высшими учебными заведениями двух стран. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, выступил перед преподавателями и студентами и выразил признательность за искренний прием и удостаивание его научным советом Академии высокого звания «почетный доктор». Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал высокую оценку вкладу этого высшего учебного заведения в дело подготовки высококвалифицированных специалистов, достойных нашего времени. В ходе выступления перед преподавателями и студентами лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, поделился глубокими суждениями об истории достижения Таджикистаном государственной независимости, о начале навязанной войны в первые дни ее объявления, трагических последствиях гражданского противостояния, человеческих материальных потерях, вынужденных беженцах, усилий руководства государства и правительства во имя обеспечения мира и стабильности, поддержки граждан, обнадеживающей политики главы государства, восстановления конституционного строя, опыте миротворчества таджиков, развития различных сфер жизни общества, росте экономических показателей, внешней политики республики, повышения авторитета Таджикистана на мировой арене, двусторонних связях с зарубежными странами, в том числе и с Азербайджанской республикой. Было подчеркнуто, что навязанная гражданская война создала много препятствий для развития экономики страны и парализовала все ветви государственности. Безрассудная гражданская война нанесла громадный урон. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал древний таджикский народ главным героем мира и единства и подчеркнул, что именно благодаря поддержке граждан, политики, проводимой руководством государства и правительства, народ дождался радостного и светлого дня завершения войны. За очень короткий исторический срок пламя гражданской войны было погашено, миллионы беженцев нашли возможность вернуться на родину. Был восстановлен конституционный строй и укреплены все ветви государственности. Для достижения созидательных целей важную роль сыграла 16-я сессия Верховного Совета Республики Таджикистан с избранием главы государства. Было отмечено, что с достижением мира таджикский народ под началом вновь избранного руководства с энтузиазмом приступил к устранению последствий безрассудной войны, к возрождению экономики и созданию демократического правового светского общества. Правительство страны приняло главные государственные и перспективные стратегические проекты и приступило к реформам во всех сферах. В годы независимости после упорядочения государственной системы были восстановлены дипломатические отношения со странами мира, и Таджикистан стал полноправным членом авторитетных международных организаций и объединений планеты. Теперь Таджикистан выступает с инициативами не только для своего продвижения вперед, но и для решения глобальных проблем мира, обеспечения мира и стабильности, предотвращения и устранения угроз и опасностей. Обоснованные решающие предложения и инициативы многократно увеличили авторитет Таджикистана и его народа на мировой арене. Мировые инициативы высшего руководства Таджикистана во имя решения актуальных проблем мирового сообщества, таких как нехватка питьевой воды, обеспечение мира и стабильности в регионе и мире, в особенности решение сложной политической и военной ситуации в соседней с нами стране Афганистане,
предотвращение угроз и опасностей современного мира, наподобие терроризма и экстремизма, незаконного оборота наркотиков, нашли всестороннюю поддержку со стороны большинства организаций и объединений мира, таких как Организация Объединенных Наций и других. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, рассуждая о внешней политике правительства страны, расценил достигнутые в ходе официального визита на встречах и переговорах высокого уровня как важный фактор укрепления и расширения отношений, дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном. В завершении президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, пожелал преподавателям дипломатической академии Азербайджана больших успехов в деле подготовки специалистов, а студентам усилий и достижений в освоении современных наук. 10 августа 2018 года в городе Баку в рамках официального визита основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Азербайджанскую республику с участием сопредседателей Республики Таджикистан и Азербайджанской республики, Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где были представлены широкие инвестиционные возможности Республики Таджикистан, состоялся круглый стол, в работе которого приняли участие представители бизнес-кругов Азербайджанской республики. Юсиф Абдуллаев, руководитель фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской республики. 10 августа текущего года была проведена двусторонняя встреча между предпринимателями Азербайджана и очень уважаемой делегацией из Таджикистана. В ходе встречи таджикская сторона дала полную информацию об инвестиционном климате и тех условиях, которые созданы в Таджикистане. Условия действительно очень конкурентоспособные, очень интересные, и в рамках данной встречи азербайджанские компании, азербайджанские инвесторы были заинтересованы в таких сферах, как строительных, как в IT-технологиях, в производстве и вообще созданию винодельческих предприятий. То есть это тоже очень важный показывает вектор того, что азербайджанские предприниматели, они заинтересованы в рынке Таджикистана как с инвестиционной точки зрения, а также с экспортной точки зрения, потому что Азербайджан имеет очень большой экспортный потенциал, и в данном контексте, конечно же, было бы интересно представляться азербайджанскими товарами на таджикском рынке. Также хочу сказать, что между Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикской республики и между нашим фондом поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана Аспрома был подписан меморандум о сотрудничестве. Данный меморандум тоже подразумевает в себе очень серьезные контакты, очень серьезные расширения. Это как и обмен опытом, обмен кадрами, организация бизнес-встреч, бизнес-форумов, круглых столов, семинаров, консультаций, что предоставит еще одну дополнительную платформу, возможность для сотрудничества с компаниями и инвесторами потенциальными из Азербайджана, а также и Таджикистана. 11 августа 2018 года завершился официальный визит основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в Азербайджанскую республику. В международном аэропорту Баку президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, провожали высокопоставленные лица правительства Азербайджанской республики. – 11 августа во второй половине дня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, после завершения официального визита в Азербайджанской республике из города Баку вернулся на родину. В международном аэропорту Душанбе президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, встречали председатель Маджлиси Намоиндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, премьер-министр страны, руководитель исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан и другие официальные лица.